Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. 10 сентября в единый день голосования прошли дополнительные выборы депутатов в собрании 6-го созыва. Выборы состоялись в 3 избирательных округах. Поселок, Элеватор, Трудовая и Ильича. В этих избирательных округах выбрали новых депутатов. Первый участок, который мы посетили, расположился в автошколе ДОСААФ России. Количество избирателей всего по списку у нас составляет 1756. На время 10 часов 30 минут к нам подошло 140 человек, что составляет 8% от общего числа. Надеемся, что до конца выборов к нам подойдут еще, самое больше 800 человек. Ожидаем. В районе Элеватора издалека слышна музыка. Здесь выступают ансамбли «Талантливые дети». Избиратели после голосования проходят в концертный зал Дома культуры микрорайона. Пообщавшись с жителями Элеватора, узнали, что от нового депутата они ожидают ремонта в домах. Его здесь, по их словам, не было с момента сдачи домов в 80-х годах. Микрорайон ВРЗ украшает новая дорога, по которой шли сегодня избиратели. Но и здесь есть вопросы с ремонтом подъездов в старых домах и внутридворовых территорий. Сделать дорогу около дома получше. И, еще что я могу сказать? Чтобы все было хорошо. Жители улицы Трудовой голосовали в офисе врача общей практики. В целом, по итогам выборов, участие приняли более 30% населения. Статус депутатов городского собрания депутатов приняли Геннадий Косолапа 61%, Вячеслав Трофимов 61% и Ильсур Назмутдинов 63%. Олеся Григорьева, Павел Шевченко. Вести недели. Знаем правила движения как таблицу умножения. В городе Канаше проходит месячник по безопасности дорожного движения. Начальник отделения ГИБДД Александр Яковлев провел беседу со студентами медколледжа и рейд «Вежливый водитель» со школьниками и воспитанниками Дома детского творчества. Ежегодно на дорогах по вине водителей и самих пешеходов погибают миллионы людей. В Канаше идет рост дорожно-транспортных происшествий с участием горожан, в частности детей. У нас по восточному району, микрорайону Дом-1 по улице Чернышевского, произошло столкновение. Автомашина, житель города Казани, приехал житель города Канаш. В присутствии родителей они выпили спиртное, родители заснули, и они, получается, как-то внезапно из дома исчезли и поехали дальше, как молодежь будет догоняться. Двигаясь по улице Чернышевского, они совершили столкновение на настоящее транспортное средство, и где были сразу же 2 погибших. В данный момент у нас пока бумага не пришла, что в каком состоянии был водитель, но со слов родителей они употребляли спиртные напитки. К сожалению, дети находятся в зоне риска с того момента, как они вышли из дома и до возвращения. На пешеходных переходах, тротуарах, остановках бдительными нужно быть везде. У нас произошло со студенткой, но не с вашей студенткой, а произошло со студенткой другого колледжа. Приехала сюда справлять день рождения, выходной день, и как-то по улице железнодорожной переходила на положенном месте, и ее сбивает транспортное средство. Что интересно, то, что при прибытии скорой помощи ничто, можно было бы не сказать, 16-летней возрасте, разве можно спиртное употреблять? Скажите, пожалуйста. По линиям медицины, разве можно 16 лет употреблять спиртное? Нельзя. А кальян курить? Тоже нельзя. В данный момент эта студентка была накурена кальяном, но это анализ там не вышел, мы сами это прекрасно понимаете, но была в выпившем состоянии. Отправлялся в 16-летний юбилей. Хотелось бы сказать вам всегда, когда переходите дорогу, всегда убедитесь, а если с вами есть рядом маленькие дети, возьмите их за руку. Лишний раз для повода это разочарование не даст. Также можете, я всегда и говорю, и с другим студентам тоже всегда говорю, снимайте видеоролики, выкладывайте в Инстаграм, создавайте свои похвальники. У вас же все равно Инстаграм, каждый здесь сидящий, у вас каждый Инстаграм есть. Покажите пример, как можно переходить, показать детям, как правильно переходить дорогу. Огромное количество инцидентов с вождением автомобиля в нетрезвом состоянии. Правила перехода проезжей части также нужно знать каждому. Ответственность несут и пешеходы, и водители. В 2015 году, я вам скажу, вот тут по соседству,
Комсомольска есть, да? Студент вашего учреждения выезжает на папиной машине, папа спит, в нетрезвом состоянии совершается столкновение. Ну ладно, слава богу, у нас тогда дорожное происшествие мы избежать не удалось, но самое главное, без пострадавших. Акция «Вежливый водитель» проводится регулярно и имеет свои результаты. Я считаю, что акции «Вежливый водитель», они, безусловно, нужны для общей безопасности на дорогах, как для пешеходов, так и для водителей, чтобы было поменьше всяких недоразумений. Акция всегда проводится в сентябре, и главная ее цель – уменьшить количество ДТП. Эта акция предназначена, чтобы все жители города Канаш, и не только, все водители, пешеходы соблюдали правила дорожного движения. Ведь это же нам необходимо. На территории города Канаш произошло резкое увеличение дорожно-транспортных происшествий с участием детьми. В этом году 7 несовершеннолетних ребенка пострадало и доставлено в медицинское учреждение с различными травмами. В избежании дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей просьба огромная всем родителям быть повнимательнее и присматривать за своими детьми. Подобные встречи и рейды будут проводиться регулярно. Водителей и пешеходов просим быть предельно осторожными. Дорога – это зона повышенной опасности. Олеся Григорьева, Павел Шевченко. Вести недели. Соблюдайте правила дорожного движения. Все вместе поможем Виктории. Маленькой Вике из Аликовского района требуется дорогостоящая операция. Сумма более 18 миллионов рублей непосильная для молодых родителей. У ребенка смертельная болезнь остеопетроз. Время работает против девочки, которой всего 1 год. Предлагаем посмотреть сюжет. Все реквизиты вы увидите на своих экранах. Мраморной эту болезнь называют потому, что костная ткань больного на рентгеновских снимках напоминает мрамор. Единственным спасением может стать пересадка костного мозга. Без нее так называемые мраморные дети доживают в среднем до 2,5–3 лет. Участковый педиатр нас направил в генетику. Мы проконсультировались с генетиком, и она уже подозревала про эту болезнь и нас направила в детский медицинский центр. А там уже мы провели УЗИ головного мозга, УЗИ грудной клетки, и там уже выяснилось. Для уточнения диагноза, а для этого был объявлен первый сбор в 460 тысяч рублей, семья отправилась в Израиль. Там подтвердили смертельную болезнь. Дорогие наши замечательные друзья, друзья наших друзей и просто люди, спасибо вам, что вы с нами. Не покидайте нас, пожалуйста. Благодаря вам мы прошли только один рубеж, а впереди нам столько всего нужно преодолеть. Вика развивается и радует своих родных и близких. 24 августа ей исполнился 1 год. Сделать так, чтобы эта милая и жизнерадостная девочка продолжала радоваться жизни, можно, прооперировав ее. Большой опыт в проведении операции по трансплантации костного мозга есть в израильской клинике Хадаса. Если сказать про клиники, где делают успешные пересадки, их в 6 странах мира пересаживают. Но самое доступное – это в Израиле. Там наши чувашские дети, вот после нас, их много. У нас уже целый список. Мы постоянно общаемся, консультируемся, друг другу помогаем, поддерживаем. Замечательная девочка, у нее остеопетроз, она видит, она очень хорошая, очень милая, очень славная, и помочь ей может только пересадка. В принципе, ей нужно сделать, конечно, типирование как можно быстрее и поискать донора. Счет от иностранной клиники выставлен на сумму 18 миллионов рублей. Для молодой семьи эта сумма неприподъемна. На счету каждый день. Поэтому каждые 200, 100 и даже 50 рублей помогут маленькой Вике стать здоровее и избавить ее от тех страданий, которые причиняет опасная болезнь. Не оставайтесь равнодушными. В наших силах помочь Вике. На этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания.